نسدزوس زاوجي بانا قريمو بانا قرن دسو براح يتوان تعشاش وما كوسا وما نس سريس وريو حوالي وريو هوجيو هود نسبستازار دسو بانا قراني وبران زينيت نسال وريوي بقانا تشفى مايو وبريخم جو في حبيبي كان جيم يقصد الزارو كوشي مزريش توت الزاري مرتبكا بس بصوبة وبريخم جو في حزيزة. Все вы прекрасно знаете, что накануне, мы находимся накануне ратификации договора, рассмотрения ратификации. Сейчас итог этого голосования полностью в руках наших избранных депутатов, поэтому одно из проблем, из вопросов, которые в обществе сегодня обсуждается, на сегодня оно самое актуальное, это вопрос, связанный с Пицунской госдачей. Поэтому наряду со всеми остальными вопросами этот вопрос тоже подлежит обсуждению. Поэтому мне очень было бы интересно услышать мнение, ваше мнение, как вы относитесь к этой ситуации и как вы видите разрешение этого вопроса. Никто себе не представляет будущего. По крайней мере, каждый же мы планируем свою жизнь или же как в стране будет развиваться в ближайшие 20 лет, что мы там без России как-то будем. Никто себе этого не представляет. Но в то же время отдавать в собственность, я думаю, что необходимости в этом нету. Если говорить о договоре, который был заключен 1995 года, я уверен, что и там, наверное, какие-то огрехи есть, но все предлагают рассмотреть, внести поправки и создать какую-то комиссию, которая изучит. Есть у нас грамотные юристы, кто в оппозиции, кто вне оппозиции. Сейчас, кстати, очень многие высказываются, интеллигенция, которая никогда не лезла в политическую жизнь. Преподаватели университетов, работники в ОБНИ, просто создать необходимости, чтобы прямо подписать. Я думаю, что ни один человек не будет против, даже если это в собственность как-то, знаете, в каком-то мере отдать, но не надо это делать как-то, знаете, когда слово кулуарно, как-то потому что общество узнает, что уже подписано, пока в обществе это не обсуждалось. Вот это тоже раздражает, и огромное недоверие к не то, что только этой власти, вообще к тому, что это и правда перейдет Путину надо и Владимиру Владимировичу, или же кому-то надо. Вот есть сомнения в обществе, чтобы избежать эти все риски, я думаю, что предложили более чем достойный выход, создать комиссию. Общественное мнение, мы по телевизору смотрим, каждый из нас обсуждает. У меня на районе, благо, я не знаю, всем Господу Богу, сегодня ложат асфальт. Работы ведутся. Мы как-то собираемся каждый раз, каждый сосед помочь, общаемся. Необходимости в этом просто-напросто, как-то пока точно этого нету и не должно быть. Мы им отдаем на 49 лет. Они это все приводят в состояние такое, которое им устраивает. Они вкладывают туда огромные деньги. Да. Правильно? Это не миллионы, мы все прекрасно понимаем, это миллиарды денег. Через 49 лет, я расту, будут мои дети расти. Мы не знаем, как ситуация будет идти у нас в стране. Это территория, которая будет нам нужна, допустим, мы ее захотим. А деньги, которые будут вложены туда, мы как будем возвращать? Мы железнодорожный долг уже столькие годы платим. Мы еще 20 лет его будем платить. Почему на плечи моих детей должен этот долг падать? Мое мнение такое. Агвамцра хамагар хара-хара положение чейджи. Ярышо овая азвар. Ярышо ача азаду брат. Есть момент другой. Друзья мои, есть мнение, что это построил Советский Союз и так далее, правопреемник и так далее. Если по такому пути идти, слушайте, тогда это у нас в Абхазии все Советский Союз построил. Мы что, должны тогда все отдавать, что ли? Это что за подход такой? Развалился Советский Союз, каждая республика национализировала то, что на территории было. Естественно, Верховный Совет Республики Абхазия во главе Владислава Мазурба национализировали все, что было в Абхазии. Это сделали каждой республики в Союзе.
Все, что у них было, они национализировали и прекрасно живут. Это не аргумент для того, чтобы отдавать. Второе. Теперь, сегодня в новейшей нашей истории, я не думаю, что был какой-то, есть или будет еще в ближайшее время такой великий и такой, значит, патриот, как Владислав Ардзинтов. Кто-нибудь со мной может не согласиться? Я думаю, что нет. Но Владислав, что сделал сегодня у неких людей, они решили сделать ревизию, провести того, что он сделал в свое время. Имеют ли эти люди вообще моральное право ревизию устраивать того, что сделал Владислав? Я даже вот с этого хочу начать. Хорошо, имеют, не имеют, морально я тоже оставим. Теперь дальше. Владислав подписал, в двух словах хочу вам объяснить. Значит, договор с российской стороной, где он эту отдачу отдает им бессрочное пользование. Бессрочное, что оно означает? Нету временных рамок. Но в чем польза такого договора? Когда ты не говоришь на 40, на 50, грубо говоря, там какие-то сроки не обозначаешь, то есть ты в любой момент, ты можешь отозвать этот договор, если ты делаешь бессрочно. Люди, когда слышат бессрочно, они сперва не понимают, о чем речь идет. Бессрочно, то есть это в любой момент ты можешь отозвать. При всем при этом, эта госдача остается в собственности Абхазии, и там работают законы Абхазии. Теперь давайте посмотрим, что предлагают сегодняшние так называемые руководители страны, которые ни с кем не посоветовав, пошли в темную, как говорится, пошли подписали. Речь идет о том, что все, что там стоит на этой территории, дается подарок, то есть, собственно, мы меняем собственника, то есть, до этого, если Абхазия была собственником, мы дарим российской стороне. Все, что там внутри есть, и плюс на 49 лет якобы отдаем всю территорию в аренду. Так что правильно? При всем при этом уже юрисдикция Абхазии там не работает, законы там не работают. Более того, они еще и просят, чтобы им дали особый статус неприкосновенности. То есть, что бы они ни сделали, на них не распространяется абхазский закон. Теперь посмотрите, это, что здесь? Это равносильный договор? Мы что должны дарить? Мы что, сказали, что уходите? Нет. Россия наш стратегический партнер, наш союзник. Но извините меня, в России есть такие места, где еще человек ногу не ставил. У них есть территории, которые даже еще не освоили. Что за необходимость нашу территорию отдавать? Слушайте, объясните мне. А? Это, я уверен, что это не они эти вопросы поднимают. Это просто кое-кто у нас ради того, чтобы отсидеться еще 2,5 года, готов какие-то части нашей страны подарить. То есть получить преференции в Москве. Небольшая ли это плата за то, что кто-то хочет посидеть еще 2,5 года? Я с таким корнем не согласен. Абсолютно. Потом там еще часто они говорят, что людей пугают. Пенсию отнимут, войска уйдут. Вот эти разговоры искусственно создают антироссийские настроения у нас в стране, слушайте. Это что за вообще, это что за подход вообще? Кто сказал, что если дачу там не договорятся, российская сторона пенсию не будет платить? Российская сторона будет платить, потому что это большой рамочный договор, который они заключили, не ведомственный, который все друг другу подписывают, а это, который заключили два президента. Президент Республики Абхазии в свое время Багаш Сергей Васильевич. И потом пролонгацию в свое время сделал Рауль Джункович. И плюс этот договор подписывал Владимир Владимирович Путин. То есть это два президента подписывают. Выше этого ничего нету. От того, что вот здесь нам чушь хотят преподнести, что пенсию уберут, войска уйдут. Войска не могут уходить отсюда, потому что если отсюда войска уйдут, натовские войска подойдут к Адлеру. Как вы думаете, нормальный человек отсюда войска? Чушь, блеф, который хотят накормить людей. Другое дело, еще раз вам говорю, мы не против России, мы не против наших взаимоотношений, мы просто против
тех договоров, которые сегодня наша же сторона это начинает делать. Мы просто потеряли веру в этих людей, которые сегодня у кого власть. Мы не верим. Может, вообще не благое дело делают. Но уже веры нету в них. За 2,5 года что для народа они сделали? Кроме того, что бензин подняли, электричество подняли, сейчас на воду поднимают. А что, все, в остальном, где у нас где-то успех есть? Скажите, где успех в этого правительства? Я ни раз, ни два официально им тоже говорю. Где вы успешны, скажите, я вам подележу. Вот Алхаз, дорогой наш, реально, что может парень делать в этом районе? Я готов, я сказал, вот где он старается что-то помочь, несмотря, что мы политически разным вектором находимся, но я готов ему помочь. Я готов помочь своему, значит, главе села, народу. Кто что-то хочет хорошее, я готов ему помочь. Но когда просто нам врут и нам хотят, чтобы мы в это поверили, этого не будет. Когда 30 сентября бьют ветеранов и никто не наказан, я этим людям не могу верить. Вот здесь много ветеранов, сидите вы. Это нормально, вы считаете? 30 сентября, в наш святой день, кто-то должен ветеран. Ветеран мог выпить, ветеран мог стрельнуть, ветеран мог с ума сойти. Но для этого есть силы, которые должны, наоборот, взять его, посадить в машину, домой повезти, уложить его, ну, помочь, понимаете? Вы как представляете, чтобы 9 мая в Москве ветеранов избили? Это вообще нормальное явление могло быть? А? И таких примеров очень, к сожалению, много. И веры этим людям нет. Что еще раз касаемо значит, договора? Мы не против России. Мы не против непосредственно, что касается Владимира Владимировича Путина. Я его считаю великим, значит, патриотом своей страны. И он это не раз доказывал. И дай Бог нашим президентам, некоторым, быть таким же патриотом, как Владимир Владимирович Путин. Еще раз говорю, мы не против. Просто нас этот договор не устраивает. Нас это, не меня лично, большое количество людей. И потому этот договор, я считаю, не учитывает интересы ни нашего народа, ни нашей страны, слушай, который договор нас ущемляет. Как можно подписывать? Объясните мне. Слушай. Это невозможно, так не бывает. Слушай. Вот провели аналитику, вот за это время, как обсуждается этот вопрос, официально, по всем, значит, официальным каналам и так далее, телевизионным, там, по интернет-ресурсу и так далее. Сколько людей значимых для страны, для республики, для нашей маленькой страны выступило за такой договор. Это туда, мы считали и президента, и Анкваба, и всю его команду, и значимых людей. Получилось то ли 16, то ли 17 человек. Когда остальную массу значимых людей в Абхазии, больше 120 человек высказало против, это люди культуры, науки, ветераны, герои Абхазии, я не знаю, там, ну, очень люди, которые есть какое-то соотношение, вы не чувствуете, что в народе происходит? Это не чувствует ни президент, ни его окружение, к сожалению. Я понимаю Алхаса, я все понимаю, ну, он человек команды, все это понимаю, потом ничего не хочу ему говорить. Я понимаю ситуацию его тоже. И не хочу с ним спорить. Возможно, он такого мнения, возможно, он другого мнения. Это он тоже скажет, но если даже он скажет, что я за то, что это отдали, ну, в глубине души, думаю, ну, возможно, у него другое мнение. Ну, так ему надо. Нет, то, что в глубине души я смогу высказать, у меня секретов нет. Но если ты на самом деле так уверенно в этом говоришь, ну, Алхаз, тогда ты понимаешь. Сейчас ты свою мысль высказал, мы услышали, ряд других людей тоже высказалось, аргументировали, как могли, как мы понимаем. Вот при Сергее Васильевиче этот разговор поднялся, он умудрился от этого разговора уйти. При Анквабе, кстати, этот разговор поднялся. Он вообще не пустил их к себе на разговор, чтобы вы знали. Я знаю этих людей не понаслышке, кто был у него в личной охране, начальником охраны. Они говорят, к нам пришли, он и сказал, это не ваше дело, их сюда не заводить. То есть он тоже умудрился от этого тему уйти. Рауль Хаджим умудрился от этого уйти. Но почему-то сейчас Анкваб, ставший примером, говорит, что надо это отдать. Я ему открыто сказал на
значит, в парламенте. Александр, вы были президентом, чего же вы тогда этот вопрос не подняли? Он промолчал. Наверное, у него есть те вещи, которые он говорить не может. Но почему-то сейчас он хочет, значит, чтобы это отдали. И что самое главное, вот смотрите, там есть 186 гектаров прилегающей территории к этой даче. До 2020 года вот это все, что муссировалось, фигурировала только эта территория. После 2020 года почему-то туда еще присоединили и акваторию моря тоже. Практически столько же. Еще акватория моря туда. Практически, чтобы вы понимали, это где-то, ну, чтобы вот, ну, плюс-минус, где-то 300 с чем-то гектаров получается. То есть суша, море, воздух. Ну, единственное, вот это воздух, чем мы дышим, не могут нас отнять воздух пока еще. Вот это вот, значит, воздух, что остался, что мы дышим, еще не отняли, а так все уже хотят отдать. Это не русские так говорят, так вопрос не ставят. Это наши стараются им как бы угодить, понимаете, угодить хотят. Значит, более того, еще что хочу сказать, чтобы вы знали, то, что Алхас не хочет это слушать, это неприятно, я понимаю. Значит, женщины наши, уважаемые, кто журналистка, кто воевавшая и так далее, попали на прием послу Российской Федерации в Абхазии. Когда этот вопрос был поднят, значит, он им сказал такую вещь. Это лакмусовая бумага, решение этого вопроса. Чтобы вы знали, говорит, после этого на очереди стоит 16 объектов. Еще, оказывается, мы должны вопрос решить. 16 объектов, и он этого не стесняется. Потому что власти Абхазии ему позволяют так себя вести. Он дипломат, он в эти дела не должен лезть. Он теперь решает, что нам им отдавать, что нам продавать и так далее. 16 объектов. После, значит, встречи с ним это все опубликовало Изида Чани, которую вы, наверное, все знаете. Никто это не опроверг. Никто не сказал, что такого не было. Понимаете, нам уже диктуют, что нам делать, что отдавать, кому отдавать. Понимаете? Молчит президент, молчит министр иностранных дел. Вы извините меня, раньше, если посол или кто-то там неправильно высказывался, сразу ноту вручали. Этого ничего не было сделано. Значит, много таких случаев в практике было. Очень много было. В моем случае, вот случае... Это не было заявление посла, это была интерпретация журналистов. Хорошо, хорошо. А кто такой, значит, депутат Госдумы, который открыто дает интервью? Вы не в курсе? Который говорит о продаже земли. Не знаю. Ну, тогда вам надо будет... Депутат Госдумы о продаже земли в Абхазии. Да, сочинский депутат Госдумы, Нет, наш ну, друг. Я хочу, чтобы народ наш дорогой, вы знали, никакого продажи мы не допустим. Мы будем в рамках конституционного... Что его не допускает? Это продажа, скрытая продажа, это скрытая форма продажи. Вот смотрите, какую чушь нам несут. Мы, говорит, в аренду отдаем на 49 лет эту землю, говорит. При всем при этом в договоре написано, на этой территории они могут строить все, что хотят. То есть они могут... Подожди, какая разница? А что ты наши откажут им? Наши откажут? Нет. Все, что хотят, они там строят. И через 49 лет, как вы думаете, когда аренда заканчивается земли, мы можем забрать эту землю у них? Вот я вам всем вопрос задаю. Вы продаете свой дом. Кто-то вот хочет с Чамба уехать, продает свой дом. Вы когда дом продаете, вы отдельно землю забираете у человека или землю отдаете? Где частная собственность, у него кто-нибудь может землю отнять? Тогда чушь, нам зачем это лепить надо? Вот что, чем занимается наше правительство, наш президент. Все, за 2,5 года никакой реформы нет, никакого продвижения нет, ничего нет, он просто хочет, он стал как его маклером, сюда продай, туда отдай, возьми, туда, он этим самым хочет нашу страну просто, понимаете, в моем мнении говорю. На личности переходить, наверное, не стоит. На личность перешел президент на встрече с Вианором Ашба. Это будет второй вопрос, прямо при личной встрече. Он там сказал то, что оскорбило всех ветеранов.
мы с этим тоже будем разбираться. Касаемо договора, самого договора, который рассматривался, в корне не согласен с тем, что это кулуарный вопрос. В корне не согласен, потому что это не соответствует действительности. В апреле 2021 года этот договор пришел на рассмотрение парламента. Апрель 2021 года, сегодня сентябрь 2022 года. О какой кулуарности можем мы здесь говорить? Было такое? Факт. Я отвечу, я Апрель не хочу 21 мешать, года. Я не хочу мешать, я же не буду перебивать людей. Факт остается фактом. Наши избранные депутаты получили этот документ на рассмотрение. Если это мина задействована, замедленного действия, если это, как мы любим, да, противопоставлять вражеский поступок, мы же все время ищем врагов. С 2004 года мы находимся в поиске врагов. То находим, то не находим, я не знаю, но пока я не видел, чтобы кого-то нашли. Вместо того, чтобы говорить о конструктиве. Что касается, почему объект передается в собственность, здания и сооружения, это очень важно. Земля никому не передается в собственность, это невозможно по закону. 49 лет аренды с правом пролонгации на 15 лет. Сможет ли абхазское общество через 49 лет, посчитает ли вообще нужным это делать? Это вопрос будущих поколений. Земля находится в ведении Республики Абхазия. Объект, здания, которые там стоят. Почему не упоминаете о том, что законодательство, да, я понимаю, есть, вы предлагали, но это невозможно реализовать в рамках комплексного плана. Очень даже невозможно. Очень даже просить Российскую Федерацию. Опять же хочу вам сказать, договор это результат сближения интересов двух сторон. Хочу, чтобы вы это понимали. Мы вдвоем садимся и договариваемся о чем-то. Вы в чем-то уступаете, я в чем-то уступаю. Так это происходит. И никто не говорил, что если это не произойдет, пенсию людей заберут, войска откуда-то уберут. Все правильно, это все в рамках договора происходит. Но никто не обязан эти пенсии выплачивать до скончания времен. Правильно же? А что, это все вливания для нашей страны достаточно? Достаточно это для нас, вот эти пенсии, часть зарплаты, которую учителя нашим врачам и другим как деятелям. изменится наша жизнь от того, что вы это А это и есть добрососедские и дружеские отношения. Вы финансовую часть... Не, подожди. Как это улучшит это нашу и жизнь? есть, и это и есть добрососедские отношения. И это не соответствует действительности, когда говорят, что наш президент страны вдогонку обрет драхидзаны и жемгар алломха. Ну, как это можно себе представить? Чего и генериторцу обрет швышанагу? Усом. Я свой уже сказал. Нет, комментировать не собираюсь. Палаша змам усу. Мамой ахтахдами шуку юкуз хаярхуд мчует генериторцы гуитов усом. Палаша змам усу бари. Аруиза яхтоги абхер арцахан, ахвараги арцахан, абризину бабаси захадзгало. Ай хаббара. Адзи шимгындыз хамам зразы хайгубхандыз хазгедажзам. Алтшак алтузырхау. Хайза казаиша, алтшалтузырхау. Хахис хаудари расшоб, рахта хтахуб. Нина хтахуб, арих хтахуб, зик хтахуб. Аризиги ваха, адунея, хакшана хауб ганкада, хазимдырзой. وانت يا مارا بارا وانت انفستر دمار ارا اورس حنتكاري بسخي شو تبقالار يحيخ شخار ريز القزا شبزيخر احتفنتور الشفزامي وبري Систем гадят, зензагазас хавфамор. А зиги Мы находимся 16 объектов очень дикло. вчера. Как будто все вас какало. Ехенуги симбац обрезара. Ай бетяш псахиш та كاد كنا قاعد جوي رمنيكو شعبنا مزري شع أيوة بمكاري خوش يا زدرودا
كادج يعرفني إنه بخيجات دبلومات زرقي أقرأ جدنايوجي يحشي وش يكون شزر أواب يعني ستاتوسه وريزة كاد كجاو ياخنا الخاص ياخنا أبري يبشجو يخا يكرشة مد زمام شرط رزمام أيكش حترة الدنيا يعملات زر أواب يعملات زاست ويزا أري دعوة رامشني حوزجو واجي شرط رشني ياتسو واجي أي مكيش رشني ياتسنخا وبريا أيكش حترة نباتنا نيوس يزيج تقول زاشة تشنتو يا وجهي أبريج تخرا وزر حب يزجو ممزر يجمعر قملومها مشوا زري ترسل جدا جزام ياشد زموي وسيا عزم Гугана грахзилом кадяхты. سرسبانا جرا أبري حيز قزاشة يا فرخاجة زم يجم خوزم Нас еще это. يجم خوزر يا فرخاجة خزم وبري جلو شيء يجي أتص درجوا روب عم تياش شو درزقنا زين рнатзом было направлено на лечение нас с вами. Вот здесь нету людей, которые болели ковидом. За счет каких денег эти больницы были построены? Да. И кто-нибудь вам здесь Все домой разные. положит? Подождите, я вам скажу количество прошедших стационарное лечение. 54 800 человек у нас заболело. Вылечило 53 300 человек. Умерло, к сожалению, 693 тысячи человек. У нас процент смертности ниже гораздо, чем у наших соседей. Это не результат усилий государства. 935 миллионов бюджетных денег направлено. Бюджетных, сверхплановых. Я вам отвечу потом. Сверхплановых направлено на больницу, на закупку лекарств, оборудования. Помогли наши граждане, помогли наши неравнодушные друзья, которые разные суммы есть. Но государство направило, никто никогда не сталкивался с такого рода масштабными бедствиями, никогда. И не надо умалять, преуменьшать здесь заслуги государства. Это опять же не работает на наше объединение. Тяжелое положение было по ковиду. Вы все это помните. Говорит, что миллиарды были отпущены. Миллиард 161 миллион. Ну, миллиарды, это потому что если уже не 1 миллиард, то это как называется, как миллиард. Значит, вот здесь многие болели. Кто-нибудь вам бесплатно лекарство дал? Кто-нибудь? Подскажите, кого бесплатно 53 вылечили? тысячи человек. Актемру все покупали. Я лично покупал многим людям А я Актемру лично отправлял. знаю, что по району Дальше. очень многие получили Дальше. Актемру Теперь абсолютно бесплатно. Выступление, помните премьер-министра, который говорил, абхазы, ребята в Москве купили, МРТ нам прислали, работало прекрасно, там испортилась мелочь. Прислали труп, говорит, труп. За то, что надо было поменять там 3 или сколько-то, 6 миллионов, сейчас могу ошибаться. Сколько времени мы, абхазы, ребята, которые здесь и живут, армяне, русские, все национальности, сколько людей болело, из-за того, что не могли проверить, люди умирали. Оказалось, что всего надо было не 60 миллионов, как он говорил, надо было новый покупать, а надо было 3 или 4 миллиона заплатить и отремонтировать. Вот такой подход у них у всех. Я никому смерти не желаю, но когда он заболел, его на самолете увезли. Кого на самолете возили в Москве, с Москвы, кого увезли, кого спасли. Я таких не знаю. Более того, сегодня разговор вылез, что Скорик украла деньги с этих же денег. При вашей власти, которые вы закон собирались везде. Мы хоть говорим, что кто-то ворует в отличие. Да. Слушай, Это ты и тогда тоже был, подожди, ты давай, если такой умный был, там учитывать. что сидел, ушел бы, если не согласен был с властью, слушай. Дело- Теперь смотрите, оказывается, деньги украли. Да. Скорик говорит, слушайте, я ничего не украла, я не хочу дальше говорить, вы там между собой разберитесь. Оказывается, везде ужасы происходят, понимаете? И вот это как личное достижение государства, ты мне теперь говоришь. Теперь ты говоришь, деньги, значит, огромные заработали. Кстати, в этом году заработали. Но как подойдешь, никогда денег нету. Куда деньги делись? Куда деньги делись? Теперь дальше. Теперь по бюджету. Я депутат, я знаю. Вот я вам скажу, чтобы вы понимали.
Вот если, скажем, в прошлом году было бюджет 8 рублей, чтобы понятно было, на этот год они приняли не 8, а приняли 7. И сделали дефицитным, но сделали 8, как в прошлый год, и говорят, что мы на миллиард больше заработали. Хитрость, понимаете, да? То есть они не в прошлом году не как 8 приняли, а как 7 дефицитным. И перекрыли миллиард, и говорят, что это достижение. Это касаемо прошлого года. В этом году сумасшедшие деньги зашли в Абхазию. Из-за того, что война, а людям некуда было ехать, в Абхазию зашли сумасшедшие деньги. Где эти деньги? Как не придешь, у них денег нет, у них проблемы. Но при всем при этом, когда говорят, что они заработали большие деньги. Тогда где эти деньги? У вас в районе хотят 100 миллионов еще у вас забрать. Я посмотрю, когда заберут, как вы районом будете потом руководить. Это неправильный подход. Они вас подставляют, понимаете? От этого зависит их жизнь наших жителей. Как это нет, не зависит? В любом случае эти деньги будут компенсировать. Если что-то пришел бюджет в Абхазию, сам сделай это здание, а не отдавай. Все правильно. Вот так мы живем. Уже сколько лет это идет? Сколько лет? Насчет дороги что? Деревня Акапа. Дорог свет Вы не нет, сказали. село Акапа. Вы не спросили, я А не вот я сказал. перебили. Да, перебили людей. Дорога вообще негодная, вообще. Вы думаете, я не знаю, какая там дорога? Мы же тоже там люди Свет живут. вообще Одни не старики, дает. Подождите, не спешите. Вот ваш район тоже отдадут кому-нибудь из этого. Там потом Никто сделают. никому ничего не отдает, не надо. Отдадут, да отдадут, все равно там 3 человека живет. Столбы не можете никак Ходите с давать. людьми вместе. Столбы не можете никак давать уже 30 лет. Столбы? Вот столбы железо. Цементные столбы. Где вы? А куда делись они? Нам не дали. Половину дали, а половину не Куда дали. делись? Что такое? Я не Свет висит на соблях. В Акапе? Убьет каждого. В Акапе? В Акапе, именно в Акапе. А в Акапе Идите, вы не идите видели, посмотрите. сколько людей? А как там жить вообще? Сложно, сложно, как и везде, нам всем везде. Пожилые, вот так Чем дальше, плохо. тем Все, сложнее. скорая не Ну, пойдет. давайте вот я как депутат вам отвечу. Вот реально. Ну, дорогу сейчас, Алхаз, понятно, он глава, наверное, с него больше может быть спроса, но где-то я тоже хочу его поддержать. Дорогу пока тяжело вам сделать. Но элементарные вещи, которые вы сказали, что столбы и свет, это можно было сделать. Если есть возможность, Алхаз, тогда обратите на это внимание. Дорогу это нереально, понятно пока. Пока это нереально. Хоть грейдер можно пустить, грейдер или гусеницу. Но вот грейдер, эти вещи, Пускай вот ямы. эти вещи можно, но сейчас асфальт там нереально. это Асфальт сделать, мы да. не просим, хотя бы хоть щебенкой засыпать, чтобы можно было спокойно ехать. Там же вот такие ямы. Там подвеску оставишь Свет на там машине. можно делать, свет. Зима скоро, провода упадут, кого-нибудь убьют. Сейчас знаю. энергетику мы тоже отдаем. Зайдет российская компания, все сделает, под 4 рубля будете платить. В общем, все Да, хорошо. все будет хорошо. Да. А что надо? Спасибо, что время нашли. Пришли, послушали. За, против, это уже второй вопрос. Спасибо. Что делать? Главное, что Живы. вы заинтересованы в разрешении всех насущных наших проблем, политических, экономических, социальных. Вы участны ко всем вопросам. Хочу вам спасибо большое сказать.